Дорогие друзья, мы находимся в центре нашего города, на улице Лермонтова. Тут очень оживленно, машины ездят, ездит общественный транспорт мимо. А мы сейчас с вами пойдем в теплицу. И наша героиня Надежда Михайловна расскажет, как она сажает самые популярные культуры, которые присутствуют на каждом столе у нас. Это огурцы, помидоры, перцы. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте. Заходим в теплицу. Заходим. Так, вот я посадила помидоры «Орлиный клюв». «Орлиный клюв» нравится мне тем, что у них очень вкусовые качества хорошие. Они сами по себе очень мясистые. Поэтому каждый год я сажаю вот эти помидоры «Орлиный клюв». Ну, конечно, надо их вовремя обрезать, надо вовремя их обстричь, чтобы эти пасынки лишние. А посынковать с какого времени вы начинаете? Вот сразу, как посадили их в грунт? Нет, ну я смотрю, как они зарастают, если лишние пасынки. Я лишние пасынки убираю. А рассаду вы высаживаете сами? Да, рассаду я сажала в начале марта, сеяла. Постоянно сажаю вот эти помидоры «Орлиный клюв», потому что мне нравятся они. Самое главное, вкусовые качества очень вкусные. А что вы готовите из помидоров? Ну, лечо, в основном лечо. У меня внук в армии сейчас, вот он очень любит лечо. Перцы, иногда аджику делаем. А лучше всего свеженькие. Свежие, они очень вкусные. А по вкусу они какие? Сладковатые? Они сладкие, они очень сладкие. Очень сладкие. Ваша теплица, достаточно такая стандартная. Сколько вы высаживаете кустиков? Ну, здесь у меня посажено 11 кустов. Из каждого куста вы примерно собираете какой урожай? Ой, смотря когда как. Один год с одного куста даже было вот это, как сказать, 7-литровая ведерко с одного куста было. Но в этом году немножко как-то похуже, что ли. Поэтому в этом году, наверное, поменьше соберем помидор. Как вы готовите грунт для помидоров? Икру? Грунт. А, грунт? Простой грунт. Самый простой. Простая земля, песок. Немножко чернозем. Перегной добавляете? Перегной немножко. Немножко, Много в то есть- помидоры я не добавляю. Это вот перцы они любят, огурцы любят перегной. А когда вы А луночку делаете, что-то добавляете туда еще? Обязательно. Что Золу. добавляете? Зола. 2 столовых ложки я добавляю золы. Больше никаких Больше удобрений? ничего. Только потом через некоторое время подкормки. Подкормки тоже начинаются, как сказать, тоже зола развожу, дрожжи развожу. Дрожжи с золой подкормка. И вот там бутылочка стоит, тоже в магазине купила. А расскажите, пожалуйста, подкормку. вот сколько, допустим, для начинающих огородников, в какой пропорции и примерно где вы разводите вот эту золу и дрожжи? Дрожжи я развожу 100 граммов, это 11-граммовые вот эти сухие дрожжи. Развожу в баночку тепленькой водичкой, ставлю, они немножко у меня часа 3-4 постоят, побродят немножко. Столовую ложечку туда сахара и 200 грамм где-то золы. Все развожу на 10-литровое ведро, а потом уже как-то 1 к 5. То есть у вас Беру. в этом ведерочке зола и дрожжи. они сколько должны постоять? Часа 4-5. Достаточно. То есть не нужно хватает, там сутки хватает. или на ночь Я не держу оставлять? сутки, хватает этого. Потом развожу в 10-литровое ведро эту золу, эти дрожжи, а потом уже вот этот 10-литровый уже 1 к 5. То есть чистая вода и берете Да, литр 1 для... литр на вот этого 10-литровое раствора, 5 литров. ведерочко. И уже поливаю огурчики, помидорчики, перцы, все можно. Ну, в общем, после полива вы подливаете просто питание, да? Да, после После общего полива, полива. обязательно после, А на сырую почву. Кстати, а как у вас с поливом? Вот какой водой вы поливаете? Все-таки вы же живете в городе, прям в Отстойной. центре города. Вот То есть бак вы стоит. набираете воду Да. холодненькую, она же хлорированная, Да. и обязательно она у вас должна отстояться, да? Да, обязательно надо отставить воду.
Это как-то отражается на урожаях и, допустим, ну вот такая Ну, вода, такое наверное, качество если с воды? хлоркой поливать, конечно, наверное, отражается. Я этого не замечала, не знаю, но Ну, естественно. во всяком случае, у вас Да, урожай есть, хороший да, урожай. урожай собираем. Но давайте поговорим про огурцы. Вот сейчас огурчики у вас немножко приболели, да, вы Да, говорите? да. Это какое-то Вначале заболевание? это какое-то заболевание, не знаю, что это за А заболевание. чем вы будете подлечивать или вы уже какие-то меры предпринимали? Да я их, вы знаете, они заболеют, я просто их обрезаю и выбрасываю листочки эти. Это в нашей даче посмотрела, потому что я уже сколько раз брызгала их эти всякими фитоспоринами всем. А какой огурец у бесполезно. вас здесь посажен, сорт? А здесь у нас сидит этот огурчик «Сытый папа» называется. Вот они такие огурчики. Ой, какой он интересный, они такой очень маленький, вкусные толстенький. огурчики эти. Он пупырчатый? Мясистые, Он внутри такой вот, семечки. смотрите-ка, да. он даже не без этих, без иголочек, без шершавостей. Да, он без иголочек, Вот, без посмотрите, какой шершавости. красавец. Вот, это вот он уже Сытый поспел, папа, да? это уже А поспел. занимайтесь засолкой, под засолку пойдет он? Под засолку нет, он не пойдет. То есть это чисто вот для салатов? Это чисто для просто в свежем виде Мгм. кушать. Вы только сытый папа сажаете постоянно Нет, или почему? Вот зазуля. обычная зазуля? Зазуля 77, да, зазуля 77. Потом там еще какие. То есть эта зазуля, она в принципе подойдет тоже для она, засолки? она для засолки тоже не пойдет. Не пойдет. Что-то они у меня в этом году вместо 77, по-моему, попались 98 вот такие большие. Слишком. Ну то есть вот здесь Поэтому такие огрехи Пересортица какая-то, да. да. Это в пачку, видимо, когда вы положили, покупаете, да. Покупаешь бывает, да, семена, встречается. и это получилось, что вместо этого Получили вот совершенно другой такие, совершенно сорт. другие. Но то, что сорта. вы хотели сытый папа, вот он и получился сытый Да, папа. сытый папа, они очень вкусные огурчики. Мгм. Вот этот сорт, это сорт Зазуля. ТСХ 77. Тоже очень вкусные огурцы. Они эти огурцы с пупырышками. Ну, на засолку, если их собирать, только маленькие. Такие уже огурцы на засолку не идут. Их куда используют? Для салата, видимо, Для да? салата, да, А малосольные огурцы в можно свежем виде сделать? можно маленькие. То есть если, быстро засолка. если поменьше их собрать, то их можно просто, вот как засолочка бывает, в пакетик целлофановый. Столовая ложка на килограмм туда. Укропчик, чесночок. Через 4 часа будут готовы. Уже можно кушать такие огурчики. Ну, а такие большие только в свежем виде огурчики. Как вы ухаживаете за огурцами? Ну, постоянно обрезка надо делать, чтобы они пасынков много не давали. Подкормка постоянно. Подкормка точно та же, и дрожжи, и, зола. А вы можете показать, как посынковать правильно огурец? Ну, тут уже они обрезаны все. Лишние пасынки вот эти просто убираешь. Вот снизу, особенно когда много пасынков, вот эти все убираешь, пасынки лишние. Тут уже мы все обрезали. Тут уже обрезать нечего. А вот много вот он. усиков. Усики нужно убирать? Вообще-то обязательно надо убирать вот эти вот усики. Вот. Я до этого их убирала, постоянно обрезала. А сейчас в последнее время что-то почему это важно у меня делать? времени. Ну, они задерживают, видимо, эти... Налив плода, да? Налив плода задерживают, а вот эти... Они забирают много влаги очень. Мгм. Этих. А посмотрите, вот от основного ствола, да, идет вот эта веточка. Нужно Вообще, ее, по идее, надо ее было бы убрать. убрать нужно. Почему? Потому что она мешает, да? Она мешает При том, что у другим нее огурцам. уже огурчики вот висят, Да. но нужно убрать. А почему? Ну, теперь мы ее оставили. Теперь что, уже август месяц, зачем ее обрезать? Уже обрезать не надо, пусть так висят. Может, они хоть вот эти... Это сытый папа, вот они, может, хоть еще немножко вот эти нальются успеют. Потому что ночи-то уже холодные. Теперь уже ждать нечего. А вы Это проветриваете каждый день, да? Ну, открываете форточку у Теплица себя. постоянно теплица. открыта. Всегда открыта? То Да. есть и даже в прохладные ночи? Не, на ночь мы закрываем. Ну,
Надежда Михайловна, мы сейчас вышли в ваш небольшой огородик. Огород очень аккуратный и достаточно такой содержательный. Здесь много чего растет. Ну, давайте начнем. Вот здесь видим морковка. Да, морковка нанская. Нанская. Так, Нанская. когда сажали, как удобряли Ой, и как вот какой урожай хотите собрать? Сажали в начале июня. Удобряли ничем пока не удобряли. Я слишком не стараюсь морковь удобрять. Поэтому, ну, собираем нормально, собираем, ну, осенью собираем, шинкуем, замораживаем, свежую оставляем, кушаем. Всю зиму кушаем морковку. Свою морковку. Хватает, Ну, да. у вас на без семью, нитратов, без да, ничего, да. У вас получается 2 грядочки, Две да, грядочки морковки? вот этих, да. Мгм. А вот следующая грядочка, Ну, там лук, что-то он это лук многолетний, да? не прижился, нет. Не прижился. Это, видимо, зимний лук какой-то, да? Не, Или- это сеянка, она почему-то у меня в этом году на лук не везет. Мгм. И там тоже, на той грядке тоже. Это салат, остатки остался, уже его надо докушивать. Укроп. А салат, смотрите, у многих такая проблема, да, у огородников. Салат они как-то вот по ошибке стараются, ну, видимо, из экономии места, сажаются посадить очень рядышком, плотненько. И из-за этого могут возникнуть какие-то заболевания, либо, ну, просто нет воздуха, да, обязательно Скорее всего, да. должно быть воздуха, да, воздуха не обязательно хватает. какое-то пространство Да. открытое. Видите, листья-то какие пушистенькие, большие. Надо просто, ну, продергивать надо его немножко, прореживать. Точно так же, если как и не морковь. хватает, да, так же, как вот морковь. Морковь тоже, вот она уже это, видите, она уже вот морковь. Ой, плоды уже, смотрите, они уже прям вот-вот готовы выйти наружу. плоды. Кстати, вот к морковке вернемся. Когда, в какое время вы порекомендуете прореживать, чтобы плод был достаточно крупный, Ну, еще пока маленькая. маленький? Ну, Да. примерно сколько? Вот Ну, сантиметров 5? 10. Сантиметров 10, и Да, уже нужно, да, нужно проредить. Проредить. Проредить А у надо. вас земля достаточно чистенькая. Как вы боретесь с сорняками или уже не боретесь? Нет, я постоянно прополку Вы их делаю. победили? Нет? Нет, прополку делаю и рыхление делаю. Вот у меня она посажена рядками. Мгм. Видите, вот так рядками делаю рыхление. А как вы рыхлите, чем? У вас вилочка и для этого или, Ой, или как? когда как палочкой, иногда палочкой. Мгм. Ну, некоторые просто руками вот так вот. Не, да? ну зачем руками? Ага. То есть палочкой, чтобы при этом Да, ну, стараться чтобы не так повредить, по-русски, да, ну, вот не я- повредить У меня она корешки. на таком расстоянии сидит, и никак она не повредится, видите? Расстояния-то у вас большие между Да. грядками. А примерно какого размера у вас вырастает морковка? Ну, сантиметров 40. наверное. Достаточно крупная. Да, бывает. Ну и Ого. бывает и маленькая. Ну, маленькая она намного слаще и вкуснее, чем большая. Мгм. И получается, вы собираем. ее просто промываете хорошенько, Конечно, мы ее трёте и- промываем, высушиваем. Некоторую морковку хранить негде. Мы часть оставляем в холодильнике в пакетиках, часть на овощерезку и замораживаем. И вот еще до сих пор своя морковка там в холодильнике. Прошлогодняя, да, наверное? да. О, Еще прошлогоднюю до сих пор посмотрите, как кушаем. здорово. Да. Есть свою морковь со своего огорода. И не покупаем. Это здорово. Ну, с луком наверняка на следующий год вам, конечно, повезет. Ну, я его в теплицу посадила. В теплицу он лучше растет. Вот недавно посадила, он там растет. Ну, видимо, в Но этом здесь, году видимо, что-то у нас с погодой. с погодой, как-то скорее всего, немножечко, может, да. Хотя так. говорят, нет плохой погоды. М. Ну, конечно, надо радоваться любой погоде. И вы высадили укроп. Укроп, видимо, для уже... Но он уже ушел в семена. Я его не срываю. М. Сейчас засолка огурцов же пойдет, поэтому это То есть он вам пригодится Да, для для засолки засолки огурцов. А, будем солить огурцы. а вы делаете вот такую процедуру, как севооборот? Нет. Вообще? То есть у вас всегда вот эта морковочка сидит в одном месте? Вот, да? Да, всегда. Ага. Ну вот хочу на будущий год немножко поменять. Попробовать. То есть вы Попробовать. хотите морковку переселить, Немножко грядки поменять. переселить надо. куда-то, да? Да. Куда-то вместо помидоры или куда-то вот Мгм. сюда свеклу, туда морковку наоборот. Что-то Мгм. надо сделать, да. Да, и у вас, конечно, есть еще и свекла. Свекла – это тоже очень популярный овощ наш, который мы любим все, якутяне. Давайте вот мы попугаев немножко вот так вот, да? Расскажем про свеклу? Ну, вот здесь сидит свекла бордо. Я Мгм. почему-то всегда беру или столовую, или бордо свеклу беру. Свекла хорошая, вкусовые качества очень хорошие. Замечательная. Поэтому
Тоже так же мы ее вот сейчас в свежем виде осенью соберем, помоем, почистим все это. Мы ее складываем тоже в пакетики сухую. Сколько сохранится в холодильниках, столько храним. А остальное мы тоже на овощерезке и в замороженном виде. Замораживаете. В То замороженном есть в виде. свежем виде ее не нужно варить, да, свеклу, или вы Я не провариваете? варю, мне почему-то она не нравится. Я сколько раз варила, мне не нравится она вареная. То есть вы свежий прям корнеплод берете и просто промываете на и овощерезке. нарезаете. И И б- замораживаете. И всю зиму борщи варим. Здорово. Борщи такие вкусные У получаются. вас целая грядка, хватает вам, да, на зиму? Хватает. Мгм. Первый раз в этом году посадила монгольский карлик. Ну, конечно, я бы не сказала, что плохие. Конечно, они меня немножко радуют. Уже вот красненькие на кустиках. Надежда Есть Михайловна, помидоры. а монгольский карлик разве подвязывают или вы Во- решили подвязать все-таки? Вообще написано, они не посынкуются. Но они почему-то тоже у меня несколько раз были кусты вот такие огромные, обрастали сильно. Поэтому я их 2-3 раза посынковала. А вообще пишут, что не надо посынковать, не знаю. Я их обрезаю, лишние листья помидор обрезаю. Подкормка тоже та же, тоже вот так же. Иногда на 10 литров каплю йода подкармливаю, там как вот тоже обеззараживающий йод. Мгм. Потом также йод, зола. Вот посадку делала вместе с золой. В лумочку по 2 столовых ложки золы сыпала. И вот так вот. Полив через 2 дня. Обязательно Каждый день. полив через 2 дня? Каждый день помидоры нельзя поливать. То есть Вот 2 дня раз. об- Хорошо проливаешь, через 2, даже через 3 дня можно. Ну, Чтоб смотря по сырые тому, были. как, Да, смотря как насколько они. земля они, да. сухая. Насколько земля сухая. А каждый день понемножку помидоры поливать нельзя. Поэтому вот так вот. Ну вот наливаются, ну что-то, наверное, нальется. Вот еще сколько. Сейчас уже Но вы в пасынки. первый год Пасынки я все сажали, а убрала. вы пробовали их, помидоры эти? Нет, я первый год посадила. Первый их. год. То Первый есть год. пока еще не можете сказать по вкусовым Пока качествам. еще вкусовые качества Каков не этот знаю помидор? какие. Вот тут у вас вот- вся грядка, вот именно вот этот сорт. Да, вот потому что мне сказали, что качество хорошее этих помидор. Вкусовые качества хорошие и плодородные. Поэтому я их и купила и посадила. Вот на этой грядочке сколько примерно кустиков у вас Раз, два, сидит? три, 4, 5, 6, 7. 11, 12. 12 кустиков. Мгм. 12 кустиков. И еще у вас есть И- в теплице Да, и в теплице. помидоры. Ну, достаточно много, наверное, большой урожай. И как вы справляетесь, куда вы его Помидоры? определяете? Да. Ну, помидоры я делаю лечо в основном. Лечо готовлю там это. Вот. Своя морковка, свои помидоры, свой перец. Все свое, поэтому делаем лечо. Аджику иногда делаем. Горлодер в смысле, у меня дед любит. Перемалываем туда чесночок, соль, и вкусная получается аджика. Мгм. Но в этом В году, свежем виде. в этом году вы еще не делали аджику? Еще пока нет. Мгм. В этом году у меня что-то вообще с помидорами запоздало немножко. Ну, все огородники в этом году жалуются на погоду, опять-таки. Потому что днем не бывало жарко, как бы, Да. а ночью температура может понизиться достаточно. Да, И да, перепады да, температур перепады температуры, очень ага. сильно, как бы сейчас вот, смотрите, наши растения, видимо, не могут так быстро перестроиться под изменение климата. Да. К сожалению, как вы думаете, вот на следующий год наверняка такая же ситуация будет? Почему-то, То мне есть- кажется, наверное, да. Да, с перепадами и с пожарами. Потому и что со всем. климат с каждым годом все Да. хуже и хуже и хуже. Ну, давайте не будем все-таки о грустном. Конечно. Все-таки мы скажем о том, что заниматься огородом можно даже находясь в центре города, высаживать, разбивать грядки очень красивые, заниматься этими растениями, получать радость от того, что ты выращиваешь, и вот когда плоды появляются, это сколько радости вам наверняка Да, приносит. радости, удовольствие, да. А потом и на столе есть что покушать. И то, что главное, что без нитратов все. Это верно. Так Без что, нитратов. друзья дорогие, будем пробовать.